Богато украшенный клинок 17 века подняли со дна Карагандинского озера. Ученые уже много лет ломают голову над его загадкой, как и над происхождением Акинака из Каракаралинска. Он просто лежал на дороге. На необычной выставке холодного оружия в Караганде таких историй на целую экспозицию. В местный краеведческий музей артефакты приносили как местные жители, так и ученые и историки. Репортаж Марины Неватовой. Японский катана, турецкий ятаган, сабли времен гражданской войны. На выставочных стендах необычные артефакты. Многие из них принесли в музей местные жители. Оружие часто находят случайно, на чердаках, при разборе стен старых домов и даже просто на прогулке в горах. За каждым стоят необычные истории военных походов и загадочных находок. Вот этот турецкий ятаган выловили в 1941 году в Михайловском озере, недалеко от Караганды. Оружие 17-18 века практически не тронули время и стихия. Историки ищут ответ, как оно оказалось в Казахстане на дне небольшого водоема. У нее рукоять, да, она сделана из слоновой кости, а также есть серебряные бляшки, а также различные орнаменты. Почему оно оказалось в воде, почему его все-таки выбросили, то есть все-таки это очень богатое такое оружие на самом деле, то есть вопросов очень много. Железный акинак с орнаментом нашли местные жители в горах Каркаралы. Он просто лежал под ногами. Оказалось, это женское оружие эпохи раннего железа, примерно 7 века до нашей эры. В эпоху саков люди уже начали обрабатывать железо, владея при этом искусством нанесения орнамента. Можем предположить, что данный акинак, возможно, какие-то животные, которые живут в норах, ямах, да, то есть могли вытащить его. Японская катана прошлого века, скорее всего, трофей времен Второй мировой войны. Прекрасно сохранился. Его в музей передала полиция. Член Союза художников Казахстана Сергей Таскин отмечает, выставка отражает не только моменты истории Казахстана, но и развитие оружейного мастерства. Это центральный Казахстан. Через него проходил и Колчак, и кто только здесь не бывал. Тут и, скажем, кочевые народы, скажем, раннего железного века проходили через всю территорию Казахстана, считайте, от Китая и до Черного моря все это гуляло. То есть удивительно, что все это сохранилось. В этом году историко-краеведческому музею Карагандинской области исполняется 90 лет. По этому случаю для всех посетителей подарок – открытие целого ряда выставок. Каждый месяц здесь можно будет посмотреть холодное оружие, монеты, старинные игрушки, редкие книги. Центральный регион Казахстана богат своей историей и археологическими артефактами. Марина Неватова, Жнайдар Рахимжанов, Астана Таймс из Караганды.